Хлубзеква акрепсо ахтелехопшча, ирыцахцоит, апсныжлар рейзерах алхраква ирызгу, ишьяшуицо аэфирква. Яхапи аэфир таамта рымуп, баслатапи и жухпапи алхрап тыпхада акандидатча. Ария тыпхада ахяаква ирыцаркуит акытаква баслата, килашыр, акапа дзукта. Яхаюсыз ахушукса ария тыпхада хатарнакра азиван Валерий Кварчия. Яхазы ара юкгылоп фюга кандидатча, уртрахт хюг хастудия топ. Взила шаби. Ожы яркячна ахопшича шицердырвой. Лазба Фрида Аркадьевна. Юзанат клымоп. Декономиступ, а экономика царадыраква дыркандидатуп, анаюс дзиндырвю. Акопи ярту институтачы до профессору. Яхазы акопи адукатшыр бюро азинхчерачы, адукац докоп. Дзинхчею. Кубра Беслан Сергойпа. Занатла декономиступ. Эйвепшим ашукскорзы дырхагылан ахюнткарра шахтмадзура, а экономика финансского министраква, дыканак пюза министр и хатыпуис, нас гепсна хадай успарда и хабыс. Яхазы апсуа хюнткарат университет амилат экономика кафедра напхгарайтут. Ахидзапша орден альбапи авидзара янащу. Джикрба Мрамза и Родионыпха. Турых цаюб занатла. Апсу хюнткарат университетаджи, а социология аматарала, а лекция дрыпхёйт. А социология царадыра кандидат хё ахидз ахчеразы, а диссертация ауз адылулует. Крепсу хасасчам хайсует хдыратара актёхтахим. Хатырскую кандидатша шяши цу эфир акт пёхтаджи шара алшара шимов минутк иналагдзена фигуйто хашхер царап хиргылана ярабри а парламентах ажла ризерах шзцо азцара так ашцарц Фрида Аркадьевна шарашила халагут минутк шимов итамов алхит шаркун ашта там зарашта сот избан бейрацюб абсшзымдарва алхит шаркун. И в связи с этим я хочу перейти на русский язык. На самом деле очень важный вопрос. Почему вот лично я решила для себя идти в парламент? Я выдвинута инициативной группой и приняла предложение инициативной группы в связи с тем, что мне представляется, что могу я принести пользу в таком важном органе, в одном из ветвей власти, законодательной власти, парламент. Я представляю сегодня не только кандидата в депутаты нашего парламента, я еще и избиратель. То есть мне близки все те проблемы, которые сегодня волнуют всех жителей нашей Абхазии и жителей моего округа. Я живу в этом округе, я знаю, что их волнует разобщенность в нашем обществе, их волнует криминогенная ситуация, их волнуют проблемы молодежи, безработицы, незащищенных слоев населения и вообще проблемы села. Я думаю, что, зная все это, я могла бы принести пользу. Конституция Республики Абхазия предусмотрены полномочия, которыми обладает депутат парламента. Он может и у него есть возможность как создавать законы, которые направлены на улучшение нашей жизни, так и на решение проблем, которые касаются непосредственно избирателей. Поэтому я думаю, что моя профессиональная деятельность позволяет мне видеть все те проблемы, которые связаны с формированием законов, с их функционированием, с тем, что нужно изменить. Потому что на самом деле большая работа проведена предыдущими парламентами. Если говорить о массиве законов, это более 300 законов. Говорить о том, что работа не сделана, это неправильно. Это ступени нашего роста. Сегодня мы стоим, вернее, идут процессы, которые говорят о том, что мы строим наше государство. Без проблем, без победы и поражений такого не бывает. И я считаю, что я смогу продолжить эту трудную работу и улучшить нашу жизнь. Спасибо большое. Спасибо большое. Беслан Сергойпа. Ажишимов. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Как вам известно, в Абхазии сегодня очень много проблем. Проблемы в экономике, в социальной сфере, в финансах. Да и криминогенная ситуация оставляет желать лучшего.
Все эти вопросы требуют разрешения, требуют соответствующего подхода, грамотного, квалифицированного. Но вместе с тем, на мой взгляд, главная наша проблема сегодня, нашего общества, это ее разобщенность. Люди не понимают по многим вопросам друг друга, инакомыслие совершенно порой не терпится у некоторых граждан. Все это вызывает определенное беспокойство у наших людей, все это создает определенную напряженность в нашем обществе. Это серьезное препятствие на пути дальнейшего нашего развития. Мы должны преодолеть это препятствие. Другого выхода у нас нет. В этой связи я хочу сказать, что будущий парламент должен сыграть здесь ключевую роль. В парламенте должны быть представлены основные политические силы страны, в том числе и оппозиционные тоже. Именно в парламент мы должны перенести весь наш градус дискуссии. Именно в парламенте мы должны, отстаивая те или иные позиции и добиваясь компромисса, приходить к общему знаменателю. Мы должны показать нашему народу, что мы можем спокойно разговаривать, отстаивать свои взгляды, мы можем вырабатывать правильные решения во имя нашей страны. И тогда у нас наступит определенное спокойствие, и мы будем дальше развиваться вперед. Другого выхода у нас нет. Что касается непосредственной работы, да, мне близка тема экономики, финансов, бюджета. Если избиратель сочтет нужным, что я должен быть в парламенте, то, конечно, этой тематикой я буду заниматься более подробно. На сей счет у меня есть особые мнения свои. Об этом, наверное, я сегодня еще успею сказать. Спасибо. Безусловно. И того Бедудзена, Рамза Радиона Пхала, Галажа Шарифиму. Хубзе котели хубштра. Хатырску алхича. Яха хунткара шукгылары айтакры рамтен тагыло, а депутат дара так пхукрадуюку. Уилканы схыпыс ферцетбейт и хасгу зазхяуа и сулшит хаисып хадзуха вайвлар зыргуамцу и рыму ава дайра квагубк. Уртаздару квазыгераю минут киртагзаны урзалачу жом. Аха гуграсымо по эфире хана туам тойнацхала урти хай нартбан сырзаат кылапха. Егиуси казарги сусурачын ялыскарцтахын зыграб хадзау задулат буицбатуха ибхадзо зароква рухтак. Уизграб хадзергылан хсацал прагыла зачи. Яха хунткараджан имачим кони хамуп ацхырарас тахота ачарарача. Иробасги схалас хиз замухо хавапсыра атончитша. Абарт азароква заги Яшин рыцбаразыхан етахуб хаталат пи азнейша. Иробаски депутатки хасабала уизата глазаща сур истахуб гук псыкала усадызулар цацарадырра ацхырара уи адзыргара. Идырнаха азаро пахшуе ацарадырра хунткараджан яныгала уи ишхалшо апхяка агара. И табу жаква курсфелаги сфарцистахын. Уважаемые избиратели, обращаюсь к нашему многонациональному народу. Убеждена, каждый из вас работает во благо своей семьи, во благо своей страны. И безусловно, в этом вопросе и во всех вопросах, которые возникают перед нашим народом, обществом и государством в целом, мы должны их решать совместно. В случае, если избиратель доверит мне свой голос, хочу вас уверить, что основными приоритетными направлениями в моей деятельности будут это обязательно социальная политика, развитие села, образование и туризм. Также в таких вопросах, как национальная безопасность, безопасность страны, независимость, будущее страны, народа и государства буду принципиально последовательно. И в заключение хотелось бы поблагодарить наш народ, избирателей, которые уже устали от политики, но тем не менее приходят к нам на встречи, встречаются, общаются, задают вопросы. Спасибо вам большое, уверена, вы сделаете достойный выбор. Это был Бедудзена, а университет Ипнашахео, уай разные убартуп, ям пхедзагоги ирхаррушут ругито, обряла алагала пхта хыркшу, хайсует альба пехтахин. Уважаемые кандидаты, вторая часть нашего эфира заключена в том, что в различных, конечно, будем говорить о различных проблемах и актуальных темах. У нас есть, в первую очередь, вот такой вот аквариум с такими вот вопросами, которые содержат актуальные темы, которые
естественно, будут возникать и в работе парламента. Я попрошу кого-нибудь из вас вот вытащить вопрос. Ну, Мурамза, как самая молодая. Ну что? Инвестиционный климат Абхазии. Состояние и перспективы. Ну что, тут у нас есть экономисты, которые, я думаю, обрадовались тому, что у нас есть этот вопрос. Итак, что вы думаете о перспективах и вообще состоянии инвестиционного климата Абхазии? С кого начнем? Фрида Аркадьевна. Дамы. Фрида Аркадьевна. Да, на самом деле это наш вопрос. И этот вопрос интересует, безусловно, все наше общество, потому что на протяжении всего существования нашего независимого государства, хочу сказать, одним из первых законов, который был посвящен экономике, это был закон об иностранных инвестициях. Он был принят в 1994 году. То есть наше государство очень, во всяком случае, и с точки зрения осознания ресурсного потенциала, большое внимание и большие надежды возлагало и возлагает на инвестиционные ресурсы. И вот сегодня этот закон получил свое развитие. Сегодня, в 2014 году, был принят закон об инвестиционной деятельности, который является шагом вперед в регулировании инвестиций в нашей стране, потому что если закон об иностранных инвестициях, так сказать, представлял возможности регулирования только иностранных инвестиций, то закон об инвестиционной деятельности регулирует и отечественного инвестора, его возможности, и регулирует иностранного инвестора. То есть законодательно еще подписано большое количество международных договоров, которые способствуют, во всяком случае, в законодательном плане. Мы всегда вот слышим эту цифру, последний раз озвучилось около 70 международных договоров в тех или иных отраслях, которые должны способствовать инвестициям в Республику Абхазия, в данном случае об иностранных идет речь. Кроме того, мы знаем, что в Республику Абхазия поступают еще и государственные инвестиции Российской Федерации, которая вот именно эта веха стала такой очень важной вехой. Да. Но, тем не менее, мы не видим такой большой активности частного инвестора в нашу страну. Несмотря на то, что статистика говорит о том, что основными инвесторами в нашу страну являются турецкий инвестор, российский инвестор, некоторые страны ближнего зарубежья, тем не менее, вот эта законодательная база, как фактор формирования инвестиционного климата, она пока еще не сыграла такую роль для того, чтобы вот эти процессы инвестиционной активности были активными. Кроме того, есть вопросы к налоговому законодательству, есть вопросы к денежно-кредитной системе нашей страны. Есть очень много вопросов, поскольку наша страна еще формируется, ее институты, которые являются факторами инвестиционного климата, они тоже еще формируются. И если, значит, за рубежом эти факторы достаточно активно развиты, то инвестор, он хочет видеть развитие этих факторов и в нашей стране. Они, к сожалению, еще вот на таком зачаточном состоянии, поэтому инвестиционный климат в нашей стране оставляет желать лучшего. Но я думаю, что задача парламента, как законотворческого органа, заключается в том, чтобы те законы, тот же закон об инвестиционной деятельности, чтобы они получили развитие с точки зрения формирования нормативно-правовой базы. Там есть определенные посылы к исполнительной власти, которая должна формировать вот эту часть, Скажите, чего не пожалуйста, сделано. на ваш взгляд, а какие вот сферы наиболее выгодны для инвестиций? Вот, Беслан Сергеевич, как вы думаете? Вы знаете, тут, если можно, я хочу немножко развить ту мысль, о которой говорила Фрида Аркадьевна. Инвестиционный климат, это ее последнее предложение, оставляет желать лучшего. Это правильно. Дело в том, что, говоря об инвестиционном климате, это не только правовая база, которая крайне необходима. И в этой части мы немножко продвинулись, что надо это прямо сказать. И тот закон 1994 года, которым мы еще тогда занимались, но он не сыграл выдающуюся роль в плане привлечения зарубежных инвесторов в силу многих объективных обстоятельств. И новый закон, который сейчас издан, и подзаконные акты, то, что вы говорили, должны в правительстве заниматься и издавать. Это все правильно, это все
нужно делать. Но вместе с тем, для того, чтобы инвестор спокойно работал у нас в Абхазии, сама ситуация в Абхазии должна быть благоприятной. Начиная с криминогенной ситуации, кончая правилами дорожного движения, как у нас здесь соблюдаются. Когда человек достаточно состоятельный, достаточно обеспеченный со своим ресурсом, приезжает сюда и видит просто на наших улицах, так сказать, полное игнорирование каких-либо правил и какого-либо уважительного отношения к порядку, то у него закрадываются, естественно, определенные сомнения. Мы это всегда должны знать. А когда он заходит в государственное учреждение и не встречает должного внимания и должной квалификации, он не чувствует со стороны работников, тогда тоже на его настроение очень-очень это влияет. Но с другой стороны, Рада Юрьевна, я что хочу сказать. Вот о государственных инвестициях говорила здесь Фрида Аркадьевна, она права. Мы же сегодня получаем достаточно серьезные инвестиции из Российской Федерации по инвестпрограмме, так и называется инвестиционная программа. Насколько мы готовы принять эти инвестиции? Мы помним совершенно недавно, я абсолютно далек от того, чтобы кого-то критиковать. Боже упаси, я не для этого сюда пришел. Я хочу говорить то, что нужно сделать. Значит, но совсем недавно мы секвестировали бюджет, и мы недополучили 2,5 миллиарда рублей инвестиционных денег из Российской Федерации. По одной простой причине. Мы сами не были готовы. Наши программы, инвестпрограммы, они не были подкреплены соответствующей проектно-сметной документацией и иной технической документацией. Это наша недоработка. Вот поэтому нам надо подтягиваться. Поэтому контрольные функции парламента должны быть усилены. Там есть у парламента такие возможности, мы должны полностью задействовать. Вы понимаете, мы должны сделать так, чтобы правительственный час должен быть у нас в парламенте. Я правильно говорю, Фрида Аркадьевна? К сожалению, об этом так говорят каждый раз, но этого не происходит. Другого выхода нет. И министры, отраслевые руководители ведомств должны приходить в парламент и рассказывать о своих планах, о своих программах. И депутаты должны глубоко вникать в суть этих программ. Только так может ситуация развиваться, только так мы можем продвинуться, как говорится, вперед. Другого выхода у нас нет. Поэтому, конечно, у нас есть традиционные отрасли, правильно? Мы говорим курортная сфера, там, сельское хозяйство. Кстати, примеры, значит, участия зарубежных инвесторов есть. И надо по этому пути идти. Но нужно дать динамику к этому развитию, определенную, чего нам не хватает. Вот этого нам не хватает. Я об этом еще ниже потом скажу. Мы еще вернемся к вам, тоже будут вопросы. Рамза Радиловна. Ну, я, конечно, соглашусь с тем мнением, которое здесь было высказано. Безусловно, сегодня инвестиционный климат доставляет желать лучшего. Об этом говорят сами гости, которые сюда приезжают в целях разведки этой ситуации. И очень много своих рекомендаций они оставляют. Здесь, наряду с теми, что было перечислено, самыми важными, на мой взгляд, являются это обеспечение безопасности инвестору, ну и, конечно же, отсюда и налоговая система, и все другие сферы, которые сделают нашу страну привлекательной для инвесторов. То, что мы сами изнутри тоже к этому не готовы, это показывает тот фактор, что очень многие инвесторы, начиная здесь работать, к сожалению, просто-напросто сворачивали свою деятельность. Безусловно, у нас сегодня состояние лучше, чем это было 5-10 лет тому назад, но эта динамика должна быть видна намного лучше. Я бы хотела еще кое-что добавить. Мы все время говорим об иностранных инвестиций, но у нас на самом деле есть резервы государственных инвестиций, частных инвестиций. Даже вот если мы возьмем бюджет, структура расходной части нашего бюджета, наверное, могла бы быть оптимизирована. Я не знаю, вот Руслан Сергеевич является специалистом в этой области, он столько лет проработал в этой сфере. Мы тоже как бы заглядываем в показатели нашего государственного бюджета, и нас очень, как граждан, удивляет, почему такая ситуация. Вот, например, бюджет 2016 года, там расходная часть разбита в связи с тем, что вступила в действие казначейская система, там есть свои коды и группировка соответствующая. И по всем блокам, будь ли то расходы на государственное управление, на Миноборону, на образование, везде последней строкой идут другие расходы. То есть эти другие расходы, они не раскрыты.
Почему они не раскрыты? Может, и причем, что самое какая часть интересное, бюджета я вот на сейчас вам другие скажу. расходы идет? Вот, например, я почему беру 2016 год, потому что... это было только в 2016 году? То есть других расходов Нет, я говорю о 2016 году, потому что он уже как бы был исполнен, плохо или хорошо, так сказать, он уже был. И я хочу сказать вот что. То есть вот если возьмем раздел расходной части бюджета, значит, связанный с финансированием органов государственного управления, там на органы государственного управления в 2016 году было 2 миллиарда с хвостиком. И вот эти другие расходы составляют 1 миллиард с чем-то, то есть фактически 50%. Меня как гражданина интересует, почему в этом бюджете другие расходы, которые неизвестны тому, кто... Бюджет же должен быть прозрачен для тех, кто его откроет и посмотрит. Это что, скрытые резервы? Возможно, их можно было бы использовать для развития реального сектора экономики как государственные инвестиции. Вот Россия нам присылает свои государственные средства в качестве инвестиций. Наш бюджет должен стать основой тоже инвестиций государственных для формирования реального сектора экономики и поддержки инвестора национального. Ну, у нас есть вообще эта тема самодостаточности и прозрачности бюджета. Мы можем отдельной темой тоже об этом поговорить. Но вот, Беслан Сергеевич, вот все-таки вот эти вот, что касается вот инвестиционной вообще политики, да, вот самой вот те ошибки, которые вот были, да, вот будучи, да, в исполнительной власти, то, что вы сейчас уже можете, да, задним числом, да, передумать, на что вы хотели бы обратить внимание, над чем бы вы работали, уже будучи вот в законодательной структуре, вот именно? Ну, прежде всего, вот я бы сказал о дисциплине немножко. Понимаете, решение, казалось бы, и закон, он неплохой закон, на мой взгляд, хотя он немножко громоздкий, Фрида Аркадьевна, но он хороший закон. Но принят закон, ну дальше подзаконные акты, реализация этого закона. Все эти моменты нужно как бы не медленно делать, а более динамично, более ускоренным темпом, понимаете? И нам надо вести соответствующие переговоры, соответствующие деловые связи устанавливать с серьезными фирмами, с серьезными компаниями, привлекать их сюда. Для этого определенные возможности у нас есть. Но опять-таки мы возвращаемся к порядку, опять-таки мы возвращаемся к финансовой дисциплине. Вот к тому, что Фрида Яковлевна говорит, они же тоже нас изучают. Они тоже наш бюджет изучают, наше законодательство изучают, нашу политическую обстановку изучают. Все это у них, они читают наши газеты. Понимаете, как только тот или иной инвестор зарубежный, например, хочет войти в Абхазию, он все изучает, он все мониторит. И когда он читает наши газеты, видит какие-то... Хотите, один пример приведу? Вот, например, мы подписали договор о железной дороге. Все спорят, все ругают нас. Я его подписал, этот договор. Это межправительственный договор. И наши некоторые чиновники, особо не задумываясь об этом, называют это аферой. Вы понимаете, аферой называют. Ну, вы понимаете, что под этим есть вот, все-таки? Простите, вот я хочу это сказать. Но это межправительственный договор. Если это афера, в этой афере участвуют две стороны. Это правительство Абхазии и правительство Российской Федерации. Ну так нельзя такую характеристику давать межправительственному договору. Если что-то как-то не нравится, давайте сядем, То есть вы считаете, обсудим. что это так не было? Нет, конечно, нет. Я считаю, я могу это и обосновать, и у меня и цифры есть. Давайте это обсудим, давайте мы к этому вернемся, давайте мы, тем самым мы автоматически распространяем в этой нашу... части сегодня могу оппонировать только вам я, я некомпетентна. Нет, я сейчас поэтому я это делать не буду. Да. Единственное, я хочу Рамзе слово дать, потому что он меньше вас говорит. К тому, что вы сказали, мы должны более аккуратно, более, как говорится, открыто заниматься этими вопросами. Хорошо. Спасибо. Рамза Родионовна, может, все-таки поговорим о сферах, вот, выгодных для инвестиций, на ваш взгляд?
У нас традиционными они являются это туризм и сельское хозяйство. Да, и учитывая, что страна наша все же, несмотря на то, что мы сегодня стараемся развивать туризм, хотя и здесь очень много проблем у нас, тем не менее страна наша аграрная, сельскохозяйственная. С нашей стороны, со стороны государства, было бы даже желательнее делать упор именно на сельское хозяйство, именно там создавать такие очень благоприятные условия для того, чтобы инвесторы сюда к нам приезжали. Будут это местные инвестиции, будут это иностранные инвестиции, как бы там ни было, мне кажется, именно на этот сектор обязательно нужно делать акцент. Ну и, безусловно, туризм – это наиболее привлекательно и выгодно, особенно для иностранных инвесторов. И здесь, к сожалению, у нас тоже не совсем такой благоприятный климат. Это связано с теми проблемами, о которых здесь мы говорили. Это и безопасность, это и дисциплина, это и законы, которые некоторые пугают, некоторые непонятны инвесторам. И, безусловно, здесь нужно еще отметить, что отношение к инвесторам тоже не совсем, мы, наверное, не готовы изнутри, да, принимать инвесторов. Это связано с тем, что наши граждане, к сожалению, хотят быстро получить прибыль, не желая ждать долгой работы с инвестором. Увидев такую ситуацию, такое отношение, безусловно, этот инвестор будет оставлять наше поле и уезжать. Поэтому основными, конечно, наиболее привлекательными для нас, я вижу, это сельское хозяйство, на что нужно делать акцент. Ну, это и туризм, это то, на чем сегодня, собственно, мы и держимся. В основном это один из тех сфер, которые составляют наш бюджет. А вот скажите, Очень пожалуйста, вот пришел в голову, абсолютно, абсолютно я с вами согласна, тоже Мрамза. А вот, кстати, когда мы говорим об инвестициях, вот есть такая вот щекотливая, щепетильная тема, как продажа жилья иностранцам. Может она как-то повлиять вообще на, ну, если, допустим, мы примем, то на инвестиционный климат? Как вы Можно думаете? мне? Ну, пожалуйста. Да. Знаете, здесь несколько составляющих. Если говорить о экономической целесообразности, ну, наверное, можно сказать, что ну, это хорошо, люди приезжают, будут покупать у нас квартиры, и все хорошо. И, казалось, Заодно и привлечем. Да, и заодно и привлечем, и прочее, прочее. Но я, честно говоря, серьезный инвестор с многомиллионным вливанием, сейчас, что ему очень квартира нужна здесь в Сухуми, из-за этого он отвернется от нас, от, как говорится, будущих своих прибылей. Я как-то не очень-то верю. Ну, найдутся, которые хотят, другого выхода нет. Но, Рада, я хочу одну вещь сказать. Как только я осознал еще в детстве, что я абхаз по рождению, по национальности, мне, значит, вот сюда в голову, значит, вбились 17%. То есть нас 17%, вы понимаете? У нашего народа уже генетически со времен махаджирства сидит страх за свою демографическую ситуацию. Если наш народ сегодня испытывает определенные, извините меня, определенную тревогу, ну зачем ворошить этот вопрос? Кто-то может мне объяснить? Ну зачем этим заниматься? Это не тот вопрос. Я поняла вашу считаю, позицию, что да, не я надо, поняла. ставим этот вопрос за рамки. Это не есть тот стимул, которым двинет нашу экономику бурными шагами вперед. Мрамза, вы хотели добавить? Да, тоже коротко постараюсь озвучить свою позицию. Начиная ответ свой на этот вопрос, хочу сказать так. Любой ценой поднимать экономику, чтобы не было, я думаю, это не наша самая главная задача. Мы все следили за дебатами, и экономисты выступали, и юристы. Возможно, есть некая целесообразность, но такой экономической целесообразности, за которую мы должны соглашаться на те риски, я не вижу, и многие мои сторонники, сотрудники тоже как бы не могли ответить на этот вопрос. Это одна сторона. С другой стороны, здесь очень важно обозначить категории. Продажа жилого фонда – это практически тот вопрос, который нужно, наверное, оставить. Да? Тот вопрос, который не стоит поднимать. Это связано с теми проблемами, которые нас возвращают в прошлое. И будут возникать вновь новые проблемы, которые касаются безопасности нашего народа, национальности, языка и так далее, и так далее. То есть отсюда вытекают много вопросов, которые хорошо знают не только на генетическом уровне, но есть и очевидцы, которые сами через все эти проблемы проходили.
Другое дело, что создавать благоприятный инвестиционный климат напрямую, мне тоже представляется, что это будет не связано. Потому что если создавать отдельно, рассматривать другие категории, позволяющие, дающие возможность состоятельным людям приезжать, открывать здесь свои производства, предпринимать, строить, думаю, тут можно найти такую сферу, в которой можно работать, в которой можно создавать хорошие условия, хороший климат, не подходя к тому вопросу очень острому, который ни к чему хорошему, на мой взгляд, нас не может привести. Вот и молодежь с нами, видите. Да, в общем, без продажи жилья тоже можем прожить. Заказ общества таков. Мы не хотим, чтобы эта сфера являлась предметом купли-продажи. Понятно. Есть другие возможности. То есть Гражданский кодекс запрещает продавать жилье иностранцам, но Гражданский кодекс позволяет инвесторам при создании предприятий приобретать фонды, создавать предприятия. То есть это никому не запрещено. Да. Более того, есть страны мира, Монако, например, они арендуют жилье, там нет такого вот, чтобы продажа жилья. В чем проблема? В чем проблема? Да. Это искусственная проблема. Сегодня народ говорит нет. Экономическая целесообразность не может превалировать над социально-психологическим заказом общества. Мы не хотим, мы боимся, у нас есть риски, есть опасения. Значит, этот вопрос не надо поднимать. И во всяком случае, если нас кого-либо изберут, мы не будем будировать этот вопрос и считаем, что его надо отложить в долгий ящик. Все ясно, Илья Ильич, что спокойно уже. Давайте завершать эту уже тему. Да. И вот, может быть, я не знаю, мало, может, кто-то про это думал, что, ну вот смотрите, страны даже с еще более сложной криминогенной обстановкой, все равно инвестиций больше, вливаний больше, ну, допустим, ту же Венесуэлу возьмем. Может быть, вот приходило вам в голову, что проблема именно в провале еще и информационной политики. Как вы думаете? Знаете что? Дело в том, что мы, несмотря на то, что мы признанная страна определенным кругом стран, тем не менее мы не признаны широким кругом стран мира. Это тоже является одним из тех факторов, почему мы не можем рассчитывать на инвестиции, так сказать, других стран. Вот это вот один из факторов. Как бы мы свою информационную составляющую не продвигали, все равно вот этот фактор, он будет очень большим препятствием для широкого привлечения инвестиций. Ну, Мрамза, как вы думаете, все-таки стоит информировать? Как да, несмотря на то, что это очень важный вопрос, несмотря на то, что нас Российская Федерация, наше соседнее государство нас признала, но тем не менее даже со стороны этих граждан есть некие опасения по вопросу статуса и по вопросу стабильности, безопасности, но это нас не оправдывает в том, что мы очень слабы в своей информационной политике. Вообще во всех сферах можем сказать, что мы в этом проигрываем, к сожалению, во всех сферах, и в частности в репутации, имидже, продвижении страны, для создания того же инвестиционного климата мы очень мало делаем. Не говорим, что ничего не делается, но очень мало. Связано это с тем, что часто бывает, выезжаем на конференциях, на встречах, спрашивают, вот мы заходили, но там было вот всего лишь какое-то короткое сообщение, хотелось бы узнать больше, да, то есть это люди, которые даже заинтересовались, увидели, но полной информации, достоверной, привлекательной, к сожалению, мы не можем предлагать, у нас нету этого, а есть пространство, мировое сообщество, к сожалению, нас не признает, пока, надеюсь, но тем не менее у нас есть возможность в мировом сети мировой выкладывать свою информацию, интересную, красивую, привлекательную для тех, кто пожелал бы приехать с теми же инвестициями или по другим вопросам. Ну что, я думаю, на этом вот завершим все-таки, да, вот эту вот тему. Мы просто очень много времени на нее потратили. Давайте, может, перейдем к следующей части. У нас в следующей части предлагается вам в следующей части задавать друг другу вопросы. Может быть, все-таки подготовили, может, нарушим такую традицию, что люди, вот, наши кандидаты от этого отказываются. Ну, давайте, можно я посмею взять на себя такую наглость и буду задавать вопросы. Мне хотелось бы, наверное, чтобы мы поговорили на две сферы. Это финансы, и экономика и образование. Да, поскольку все мы представляем здесь систему образования. У вас вопросы к оппонентам или вопросы? Да, вопросы будут вот в этой сфере. Для начала мне хотелось бы задать вопрос вам.
Вы очень долго находитесь в государственной сфере, в частности в сфере финансов, экономики. Вот все, о чем мы говорили, напрямую всегда зависит, вытекает от финансово-экономической политики нашей страны. Никто не говорит, что ничего не сделано. Действительно, очень многое сделано во всех сферах нашего государства. Но вот как вы думаете, чего нам не хватает? Какие сейчас самые острые вопросы в этой сфере? И что бы вы предлагали, будучи уже, если, скажем так, вы окажетесь в законодательном органе? Спасибо вам, Рамзан, спасибо. Ну, действительно, вопросы бюджета – это очень важные вопросы. Контрольная функция парламента велика, и бюджет, в данном случае принятие и контроль за исполнением бюджета является одним из главных рычагов в этой деятельности парламентской. Поэтому к бюджету должно быть пристальное внимание уделено прежде всего. Но смотрите, что у нас получается. При том, опять я возвращаюсь, с чего начал. Бюджет 2017 года поступил в парламент 20 декабря, когда он должен был по закону поступить 1 ноября. И чтобы депутаты 2 месяца имели возможность изучить, внести изменения, выработать свое мнение в комитетах, понимаете, в комиссиях. Ничего подобного не произошло. 20 декабря принесли, тут же в 3 чтениях приняли и разошлись на, так сказать, декабря приняли. Но это недопустимо. Бюджет – это серьезный, огромный документ. Для этого, как вот Фрида Аркадьевна не знает эти цифры 2017 года, потому что она не имела возможности ознакомиться, и я не имел, и Рамза не имела возможности. Так нельзя делать. С бюджетом, значит, когда в стране такие процессы идут, когда, значит, конечно, мировой кризис, на нас это отражается, рубль, значит, значение рубля несколько падает, покупательская способность падает, надо жить строго по бюджету. Планировать ее надо грамотно и жить строго, как говорится, по бюджету. Очень хорошо, доходная часть растет, нас это радует, это хорошо. Но как формируется расходная ее часть? Дорогие коллеги, вот здесь мы все экономисты, все вот, достаточно опытные люди. Правильно? Но в расходной части мы должны видеть эти приоритеты. Правильно, Фрида Аркадьевна? Те приоритеты, вот образование. Кстати, образование совершенно не приоритетная отрасль. Если посмотреть на бюджет, в бюджете, что там закладывается? Ничего. Вот она говорит сельское хозяйство. Я с ней согласен. А на сельское хозяйство там предусмотрено 100 миллионов. Простите, за 100 миллионов, извините меня, что можно сделать? Значит, никак. А что на курортную сферу предусмотрено? Да никак. Понимаете? Что на здравоохранение? Все это должно найти отражение в этом бюджете. Я вам скажу, что в 2015 году, значит, социальная сфера образования, здравоохранения, там, культура и прочее недополучила 350 миллионов бюджетных средств. Отсутствие дисциплины, понимаете? Ну, вопрос Рамза был все-таки, что делать? Я говорю, мы должны жестко контролировать, значит, бюджет, ее исполнение – это наша обязанность, имеется в виду парламентская обязанность, да. На стадии принятия решения, на стадии ее исполнения. Не ждать, когда через год там отчет пришлют, не пришлют, это неизвестно. Нет, в ходе. Вы понимаете, тогда и президенту, и исполнительной власти им будет легче, имея наши материалы, наш объективный контроль. Тогда они задействуют весь этот механизм исполнения бюджета. Тогда потянутся другие министерства, ведомства, понимаете, главы администрации, все вот эти отрасли, задействованы будут программы развития, вот на основании стратегии, там уже... Понятно. Александр Ильич, у вас самого есть вопрос к вашим оппонентам? Ну, нет у меня вопросов. Они все очень достойны. Еще мы говорили о самодостаточности бюджета. Я же вам сказал, что не надо меня заводить. Я тоже могу ответить, да, или только к Беслану Сергеевичу? Вы знаете как, у нас в Конституции записано право на труд, право на образование, право на жизнь и так далее. То есть сам вот этот вот финансовый план, основной финансовый, он так называется, да, он фактически противоречит Конституции. У нас высшее образование какое? У нас высшее образование платное. Почему? В основном, да. Почему это происходит? Почему? Есть же бюджетная тоже. Бюджетная основа тоже есть. Бюджетная основа есть, но кто у нас в Абхазском госуниверситете стипендию получает?
Вопрос. Никто не получает. Но зато недавно мы получили информацию, что Национальный банк учредил некие стипендии. Ну, еще какие-то Есть организации некоторые, тоже. да. Я утверждают. понимаю, почему стипендии. Национальный банк это отдельная структура, почему государственный бюджет нельзя заложить эти расходы для того, чтобы поддержать. Наука у нас по остаточному принципу, образование по остаточному принципу. Это просто, не буду говорить громко, но именно образование определяет наше будущее, и наши инвестиции, и наше понимание безопасности, и нашу криминогенную ситуацию, и ситуацию на дорогах. Необразованный человек не может быть культурным. Безусловно, безусловно, это человек, понятно. образованный Это человек. безусловно. Раз все у нас опять свелось к бюджету, давайте я последний вопрос задам по этой теме. Вот на ваш взгляд, как можно достичь постепенного снижения зависимости нашего госбюджета от внешних вливаний? Функция контроля. Функция откуда брать контроля. деньги? Сейчас Попросту. Мы еще не использовали резервы этого бюджета. Я же говорю, когда по всем позициям идут другие расходы, тогда Непонятно, встает да. вопрос. Непонятно, почему То есть фишка еще в самом бюджете бюджете, заложена. безусловно. Конечно. Пока вы знаете, мы простые граждане. Беслан Сергеевич, он Я больше тоже работал, простой человек. но последнее время он не работал и информацией не обладает. Наша сила в знаниях, в том числе и во владении информацией. Меня интересует этот вопрос как гражданина. Как депутат я могу разобраться только тогда, когда получу весь объем информации. Мы стоим на позиции, что надо контролировать. Почему этого не происходило до сих пор? Может, есть какие-то причины? В чем, что называется, собака зарыта? Почему такие статьи в расходной части по всем позициям? Если можно взять и другие расходы перенаправить. А контрольная палата же тоже работает, как она? Нет, контрольная палата работает по утвержденному бюджету. Она следит за тем, как данный бюджет исполняется. А депутат на стадии разработки и исполнения. Он выполняет и ту функцию. Контрольная только контролирующую функцию. Мы и на стадии создания его формировать, и на стадии его исполнения можем. В смысле, если депутат. Да, и еще хотела бы сказать о самодостаточности бюджета. Если мы посмотрим статистику, к сожалению, мы видим, что самодостаточность – это когда те расходы, которые мы несем, да, это социальные, это и пенсионные, эти сметы расходы, они покрываются за счет налоговых сборов. К сожалению, этого не происходит. Это, конечно, прежде всего контроль, и плюс ко всему мы должны искать и другую причину, почему мы не можем собирать налоги. Поскольку мы еще развивающая страна, возможно, нужно пересмотреть и налоговый принцип, то есть немножко облегчить, может быть, начинающим, малым предприятиям, для того, чтобы дать им возможность стать стабильно на ноги и дальше развиваться, а уже потом уже думать о ужесточении налоговой системы. Ну и плюс ко всему, здесь, конечно, немножко есть вынести эту вторую экономику, которую мы называем теневой. И хотела бы здесь сказать, что получается, что страна у нас практически в стране нет коррупции, потому что за последнее время, да я не помню когда, кто-то у нас наказывался по этому вопросу, да, в то время как в других странах практически видим, что снимают с должности, какое-то наказание несет, а у нас таких инцидентов не было, соответственно, у нас нет коррупции или же нет контроля. То есть здесь у простого гражданина возникает вопрос, все ли так идеально, прозрачно у нас в стране, что никто ни за что не наказывается. Кстати, что вы думаете о новой казначейской системе в Абхазии? Коротко, кстати, мне подскажут, что у нас время, как говорится, эта система нужная, она достаточно эффективная. Например, в Российской Федерации это давно уже работает, и мы по рекомендации, российских специалистов это вводилось у нас, и это еще при мне, когда эти разговоры начинались, мы к этому относились, долго шла подготовка к этому, там и специалисты нужны, и кадры нужны. Посмотрим, понимаете, у меня очень такое отношение к этому
настороженное отношение. Почему? Это не панацея для того, чтобы это не панацея для того, чтобы искоренить какие-то негативные моменты. Если бы это было бы так, то в России вообще никаких, так сказать, нарушений не было. Но прозрачность бюджета, а вот она как-то влияет. Наш бюджет двухуровневый, он абсолютно, так сказать, если мы сами нормально подойдем, сами, значит, нашу работу поставим, контрольную работу поставим на уровне, то наш бюджет по прозрачности от нас никуда не денется. Фрида Аркадьевна, коротко, пожалуйста, мы уже заканчиваем. В общем, любое начинание, оно требует своей подготовки и своей прокатки. Сегодня сложно сказать, сталкиваются со сложностями, потому что вовремя не получают зарплату, там своя система кодификации, своя система продвижения денежных ресурсов. Есть определенные проблемы, но я надеюсь, что наше государство справится с этими проблемами. Можно мне вопрос задать? Я смотрю, наша коллега очень хорошо мне разбирается. Говорят, что нету времени. Да. Как нет? К сожалению, время все истекло. К сожалению. Вы знаете, я чувствовала, что вы себя очень комфортно, экономисты чувствовали в этой тематике, поэтому я очень комфортно себя чувствовали. Социолог, да, социолог. У меня, конечно, совсем были другие тоже заготовленные вопросы, не по экономике, хотела больше вас так это самое, но время, к сожалению, истекло. Хотя бы в образовании И на этом вот эта вот наша основная да, часть на этом, к сожалению, завершена. Мы в прямом эфире. Уважаемые кандидаты, мы переходим к заключительной части нашего прямого эфира. У вас есть у каждого по 1 минуте, чтобы обратиться к своим избирателям. Фрида Аркадьевна, начнем с вас. С чем я? Я сама избиратель, как я сказала. И я считаю, что этот процесс – это одна из вех строительства нашего государства. Возможно, кто-то устал от того, что это повторяется с определенной периодичностью, но дай Бог, чтобы это продолжалось долгие-долгие годы, потому что это будет говорить о том, что наше государство существует, формируется. И я прошу всех, несмотря на усталость, прийти и сделать свой выбор. Спасибо большое. Беслан Сергеевич, уважаемые избиратели, мы сегодня очень подробно, на мой взгляд, осветили многие вопросы. Это очень важные вопросы. Я хочу, чтобы, уважаемые избиратели, вы знали и чувствовали, понимали, что от вас многое зависит. Ваш выбор будет определяющим для будущего нашей страны. Если этот выбор будет правильным, если этот выбор будет осознанным, и вы придете до избирательного участка и проголосуете, наша будет это общая ответственность перед страной, ваша и тех людей, которых вы изберете. Я абсолютно убежден, что вы проголосуете, придете, потому что вы всегда были достойными гражданами нашей страны. Это наш долг проголосовать и избрать парламент. И я абсолютно убежден, что будущий парламент справится с теми задачами, о которых мы сегодня здесь говорили. Огромное вам спасибо. Дойдем и до ваших проблем, и до местных дорог, и до освещения, и до водопровода. Все это в рамках бюджета. Не переживайте, мы всегда вместе. Спасибо. Спасибо большое. Рамза Ирадионовна, ваше заключительное слово. Уважаемые избиратели, считаю, что парламент должен включиться в оказание помощи незащищенным слоям населения. Это прежде всего, как я уже говорила, малообеспеченные, скажем так, матери-одиночки, многодетные, пенсионеры, инвалиды. К сожалению, у нас и в Министерстве соцобеспечения нету ни социологической службы, не работает ни один социолог, социальные работники. А ведь статистика – это просто сухие цифры, которые нам не позволяют получить реальную картину и не позволяют организовать помощь так, чтобы каждой категории была оказана соответствующая помощь. Ну и, конечно же, в своей деятельности я буду стараться именно вот в этих направлениях реализовывать те планы на уровне законодательства, скажем так, менять эту ситуацию, чтобы были и социальные работники, которые могут работать с такими слоями нашего общества, которые нуждаются в помощи и психологов, социальных работников, для того, чтобы была оказана нужная помощь. Каждому нужна индивидуальная поддержка, индивидуальный подход. Спасибо всем.
Спасибо вам большое за сегодняшнюю содержательную разговор, нашу беседу. Я желаю вам удачи в предвыборной кампании. Спасибо. Спасибо. Ҳаҭырзгом адель хәаԥшцәа. Иахьа иара убас аефир таамҭа рыман бзыԥҭатәи, ажәабатәи, алхратә ҭыԥхада аҟынтәи кандидатцәа. Аха рҿахәы рҳәартә еиԥш алхратә комиссиа хада ирнаҭаз алшара акандидатцәа рҩыџьегьы рхы иадмырхәаӡеит азыҳәан, уаҳа уахатәиала аефир ҳауӡом. Абри ала абзиараз уаҵәы ҳаиқәшәоит еиҭах ҩажәиак сааҭ рзы.